Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаз Джинджолия, подводя итоги пятилетней работы, сообщил журналистам, что некоторые социально значимые законопроекты, над которыми работал комитет, не завершены. Алхаз Джинджолия выразил надежду, что начатую ими работу продолжат депутаты нового созыва. Одним из таких проектов депутат назвал проект о создании кризисного центра для детей из неблагополучных семей. Был принят недавно относительно закон о профилактике беспризорности и безнадзорности. По конве этого закона должен быть создан подобного рода центр, куда ребенок либо изъятый из семьи неблагополучной, либо найденный в конце концов и так далее. Сейчас все сценарии не буду описывать, должен попасть. Это не вопрос создания детского дома, приемник, распределитель временного содержания. Это тоже только этап, один из этапов, вернее, пути, потому что следующим шагом планировалось создать такой институт, назовем, приемных семей. Потому что лучшая форма работы с детьми – это все-таки семья, даже если это не родная, так вынуждена приемная, проще, дешевле и гораздо правильнее, чисто по-человечески. Алхаз Джинджолия рассказал, что по данному проекту на комитетские заседания неоднократно приглашались представители профильных органов, представители МВД, прокуратуры, Министерства социального обеспечения и демографической политики. В результате была создана социальная служба по детям из неблагополучных семей. Сметы и штатное расписание на создание центра заложены. Алхаз Джинджолия выразил надежду, что при рассмотрении республиканского бюджета этот вопрос будет решен. Сумма, которую мы просим заложить, порядка 5 миллионов. Часть ее пойдет на приобретение, видимо, дома, места, не знаю как назвать, где этот центр планируется. Это опять-таки решают специалисты, не мы с вами, что они сочтут подходящим, то и они выберут. Есть статья расходов, например, называется санаторно-курортное лечение. Мы это здесь обсуждали вопрос. Как сказать, в другой интерпретации. Сегодня родилось такое предложение вообще отменить эту статью в том виде, в каком она есть. Сегодня это совершенно не приоритетная вещь. Я считаю, отправка или не отправка, не поймешь иногда, как это формируется, на санаторно-курортное лечение в стране, где столько проблем. Буду вынужден сообщить на сессии, естественно, и на заседании еще раз. Мы встретимся, естественно, повторю. Мы предлагаем отменить эту статью, тем более ее предлагают расходы, вернее, на нее увеличить почти на 30%, до 15 миллионов. Как раз хватит и на создание приюта, и другое предложение, которое висит в воздухе уже, дай бог памяти, года 3, наверное, об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка. Она у нас составляет 13-10 тысяч, в зависимости от работающих, неработающих родителей. Мы предлагали уже неоднократно повысить до 20 тысяч единовременное пособие. Алхаз Джинджолия также рассказал о предлагаемых комитетом поправках к закону о репатриантах. В свое время правительством выделялся не раз участок земли, территория для создания таких зон заселения наших братьев. Программу разработали максимально привязанную к местности, которая развивает инфраструктуру, которая начинается не со строительства жилья, который этот путь, как показало время, не самый удачный, а создает рабочие места, создает инфраструктуру. Думаю, что эти две программы тоже будут рассмотрены, принимают их не парламент, а Кабмин. Это сейчас я забежал вперед, потому что это сегодня будет только обсуждаться. Говоря о поправках к закону о медицине, Алхаз Джинджолия отметил, что в стране нет концептуального документа, который определил бы, к какой системе здравоохранения относится отечественная медицина. Так, в мире существует несколько видов систем по охране здоровья, где так или иначе оговорены страховые, частные моменты, государственное финансирование и так далее. Не бывает бесплатного лечения, лекарств и так далее. И в советские времена это все было не бесплатным, государство тянуло на себе, естественно. Но сейчас надо это упорядочить, потому что у нас не советские реалии, и надо до конца урегулировать вот эти взаимоотношения. То есть юридическое сопровождение, например, взаимоотношений пациентов и медицинских учреждений, защита прав пациентов, защита прав, в свою очередь, медиков. Масса вопросов, к которым мы еще не подошли даже. В конце пресс-конференции Алхаз Джинджолия сообщил, что не намерен баллотироваться в депутаты Народного собрания 7-го созыва.
Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.